Несколько важных для Хакасии соглашений подписано на Красноярском экономическом форуме, в частности, о дальнейшем сотрудничестве с «Русалом». Проект создания Хакасской технологической долины предусматривает увеличение мощности Сайонала, благодаря чему на предприятии будет дополнительно создано более 200 рабочих мест. И здесь на первый план выходит борьба за кадры. Металлурги выступают за то, что человеческий капитал нужно не потреблять, а вкладываться в него. Свои аргументы они представили на одной из главных дискуссионных площадок КЭФ. С подробностями наши коллеги из Красноярска. Федеральные политики, представители крупного бизнеса и власти – все они собрались, чтобы обсудить развитие промышленности. Но в центре диалога не технические характеристики или марки оборудования, а люди. Например, компания «Русал» заявляет, на предприятиях нужны квалифицированные кадры, поэтому требуется другой подход к обучению и создание условий для сотрудников. Мы понимаем все, что высококвалифицированный персонал не просто так удержать. Одной зарплатой удержать невозможно. Поэтому необходимо развивать там, где будут развиваться предприятия, социальную инфраструктуру, медицину, обучение, чтобы люди хотели оставаться на этих местах. Для Сибири переработка алюминия – одно из направлений развития. «Русал» продвигает идею внутреннего потребления металла. И тут преимуществом Сибири может стать развитие технологических долин. Предприятия будут выпускать готовую продукцию из алюминия. Гарантированный спрос есть, а сбыт должен быть обеспечен производством. Чтобы его обеспечить, мы сейчас будем обсуждать, необходимо принять комплекс мер для улучшения транспортной составляющей, энергетической составляющей и человеческого капитала. Промышленники предлагают развивать и транспортную инфраструктуру, хабы, строительство второго Транссиба, транспортные узлы. Это также будет работать на развитие рынка потребления. Владимир Богомолов, Евгений Замащиков, Вести, Красноярск.